Коми открыты лишь 4 официальных пляжа из 10 запланированных. На очереди 66 мест массового отдыха у воды. В 2022-м таких мест было больше. Уменьшение количества официальных пляжей и нерасторопность муниципалитетов сегодня вызывают тревогу у спасателей. Если нет официального места отдыха, люди пойдут к ближайшему берегу, где нередко происходят несчастные случаи. Виктория Палкина прогулялась по северному побережью. Высоко сидит, далеко глядит. Владение матроса-спасателя в селе Нившера Савелия Жижева – 50-метровая полоса речного побережья. Дно проверили водолазы, сдали анализы воды и получили официальное разрешение на открытие пляжа. Безопасную акваторию отметили буйками. Глубина небольшая, 1,7 в основном. Да. А так, если заходить вот туда, уже по пояс максимум. В этом году в Карткировском районе откроют 6 пляжей. Нившерский стал одним из первых, где получили разрешение. Дело это хлопотное, говорят в местной администрации. Но речь идет о безопасности, а значит требует это особого подхода. Бывали ездить несчастные случаи раньше. И сейчас люди знают, что можно там купаться, что там безопасно. Там спасатели дежурят, да, пост. И мы уже второй год вот это у нас проходит. Прошлый год тоже дежурили. Детвора в Сыктывдинской Шошке пока только мечтает о своем безопасном местечке на берегу реки. В этом году здесь откроют место отдыха у воды. А вот уже в 2024-м планируют изменить статус побережья и сделать пляж. Цена вопроса – 500 000 рублей. На сегодняшний день мы обучаем матроса-спасателя. Мы приобрели пару вещей для пляжа. Это разборный биотуалет, это контейнерный бак с крышками для того, чтобы мусор у нас не разлетался по всему побережью. Ну и, соответственно, головная боль – это дорога. Готовится смета для обустройства дороги. Карткировский район в лидерах по количеству легальных пляжей. Еще 2 есть на Удыре, по одному в Сыктывкаре и Усть-Куломском районе. Заработали и 57 мест отдыха у воды, хотя первоначально планировалось открыть больше. Муниципалитеты не торопятся, мы их, конечно же, стимулируем к тому, чтобы пляжи открывались, потому что по законодательству, которое действует на сегодняшний день, они за месяц должны подать заявление, декларацию на открытие пляжа. В 2023 на реках республики уже зарегистрировано 21 происшествие. 16 человек утонули. Есть в этом списке 1 ребенок. Все случаи произошли в необорудованных или запрещенных местах, где нет спасателей. Виктория Палкина, Ксения Мишарина, Иван Богомолов, Алексей Паршаков, телеканал Юрган.